стенах парламента мы некоторое время тому назад мы обсуждали обращение наших ательеров, наших людей, которые работают на туристском рынке. Мы принимали участие, уважаемые коллеги, принимали участие и на тех собраниях, которые проводили участники туристского рынка, и мы обсуждали, к нам поступили в парламент еще несколько обращений от участников этого вида деятельности. И сегодня стал вопрос, и значит, мы сегодня вас всех пригласили, уважаемые друзья, обсудить сегодняшнее состояние этого вида деятельности для того, чтобы принять решение, скоординировав свои усилия, если есть необходимость внесения изменений в действующее законодательство, которое регулирует этот рынок и туристскую деятельность. У нас есть закон о туристской деятельности, если в него надо вносить изменения, или нужен принципиальный новый законопроект для того, чтобы регулировать более эффективно этот рынок, потому что, может быть, я не исключаю того, и мы до этого тоже это обсуждали, что этот закон может быть как бы, да, морально устарел, и нужен принципиально новый закон. Если мы все придем к такому мнению, уважаемые коллеги, я думаю, что мы должны поработать все вместе. Орган госуправления в области туристской деятельности, у нас есть Министерство по туризму, обобщив ту ситуацию, которая сложилась на этом рынке, есть предложение, да, поработать над совершенствованием законодательной базы, а потом и нормативной базы для того, чтобы максимально учесть и интересы людей, которые занимаются в этом сегменте нашего бизнеса, интересы людей, которые получают эти услуги, интересы государства, максимально сбалансированно подойти к решению этих вопросов. И это намерение есть. Большая просьба при обсуждении этой проблемы меньше как бы, да, эмоциональных каких-то, да, высказываний, говорить. Большая просьба по сути, по решению, если есть какие-то инициативы, если есть какие-то советы, как нам надо вносить, или вот какие надо нам вносить изменения в действующее законодательство, обсуждать предметно. Мы, в принципе, не раз, еще раз говорю, не раз обсуждали ситуацию, которая сложилась у нас на этом рынке. Ситуацию все знаем, а обрисовывать эту ситуацию на это время тратить, я думаю, нету смысла. Мы должны уже предметно на эту тему говорить. И я бы хотел предоставить слово тем людям, которые обратились к нам. По нашему мнению, стоит разработать и принять законодательные акты, регулирующие деятельность туроператоров и устанавливающие определенные лимиты, пределы на туристические услуги для достижения устойчивого развития туристической отрасли. Необходимо создание благоприятной законодательной среды, стимулирующей здоровую конкуренцию, защищающей интересы местных предпринимателей. В первую очередь стоит задуматься о принятии закона о конкуренции, основанного на принципах антимонопольного законодательства, которое позволит предотвратить злоупотребление доминирующим положением на рынке и обеспечит равные абсолютно условия для всех участников туристической индустрии. Также необходимо, по нашему мнению, необходим закон о развитии малого и среднего предпринимательства, который должен предусматривать комплекс мер, направленных на поддержку и стимулирование развития локального бизнеса в сфере туризма. Это может включать в себя предоставление льготных кредитов, налоговых каникул, какой-то определенный упрощенный порядок регистрации и консультационное. Также, по нашему мнению, необходимо стимулировать развитие системы классификации туристических услуг, туристического продукта. Это может касаться и отельного бизнеса, и также экскурсионного в том числе.
Необходимо рассмотрение государственных субсидий, льготных кредитов абхазским ательерам и другим участникам рынка для модернизации инфраструктуры и повышения конкурентоспособности. Стоит отметить, что существующие механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии включают предоставление льготных кредитов, однако данные инструменты не предусматривают прямое финансирование на приобретение транспортных средств для экскурсионных организаций. То есть у нас есть поддержка сельского хозяйства, выделяются определенные суммы, но на развитие действительно действующих объектов экономических в виде экскурсионных организаций каких-то дотаций со стороны государства мы не наблюдаем. И для решения проблемы обновления транспортного парка экскурсионных организаций возможно рассмотрение альтернативных механизмов поддержки. Это может быть такие механизмы, как лизинг или создание определенных фондов при специализированных фондов, направленных на поддержку туристической отрасли. Что касается темы демпинга, эта тема затрагивает всю отрасль в целом. Именно туристическую отрасль не только отельный бизнес затрагивает, но и ресторанную, экскурсионную деятельность в том числе, потому что туроператоры могут продавать целый турпакет, и происходит в этой неравной конкурентной борьбе выбытие экономических агентов, которые не связаны напрямую с туроператорами. Я один из представителей отрасли, давно работающий на рынке. Я хочу сказать, что демпинг цен касается не только отельного бизнеса, это комплекс услуг, и он продается именно как комплекс. Это трансфер, это размещение, это экскурсионная услуга. Но я уже не говорю про то, что каждый отель предполагает трехразовое питание внутри отеля. То есть дело в том, что на сегодняшний день конкурировать с крупными операторами, которые очень часто согласовывают свою политику внутри какого-либо рынка, а это крупные компании, они могут себе позволить демпинги, как мы заметили, уже на очень низком уровне. И на сегодняшний день что-то противопоставить им мы не можем. Поэтому считаем, что вот антимонопольный закон, о котором идет речь, и регулирование процентного соотношения их присутствия на рынке, это очень важно для того, чтобы оставить возможность развиваться внутренним туристическим организациям, которые работают в сфере малого и среднего бизнеса. Также хочу сказать, что одной из мер мы видим создание платформ государственных. Это очень важно, потому что сегодня они создаются, насколько я знаю, очень много различных проектов по созданию информационного поля, которое будет представлять Абхазию. Мы уже видим, как это информационное поле работает в различных социальных сетях. И вот нам хотелось бы видеть не только государственную платформу, где будет представлен местный туроператор, местные предприятия, что там должна быть прямая отсылка без какой-либо комиссии и оплаты со стороны работающих на рынке легальных представителей турсферы. То есть отели там должны быть представлены. Прямая отсылка. Для прямого бронирования надо создать все условия для того, чтобы демпинг не был так ощутим для отелей, которые сами пытаются продавать свой номерной фонд. Министерство по туризму, у меня тоже есть просьба относительно платформы, которая там присутствует. Мы все страдаем, это сейчас не было озвучено, но нелегальные гиды – это наша проблема, и она комплексная, она также связана со всей этой ситуацией, о которой мы сейчас говорим. Нам необходима платформа, где будут представлены легально работающие гиды. Это могут быть программы, где, может быть, обращайтесь к легальным гидам, да, для того, чтобы уменьшить процент присутствия. Мы не можем, как выяснилось, бороться с ними другими способами, они неэффективны. Информационное поле, я думаю, очень сильно изменило бы эту ситуацию, и возможность прямой отсылки, проверки легальности гида, работающего на рынке Абхазии, это тоже важно. Это касается и отелей, и гидов, и туроператоров, и экскурсионных фирм, которые присутствуют. Сегодня нет реестра, который был выложен в общем доступе у Министерства по туризму. Вы, открыв страницу, не найдете, какая фирма имеет право работать в Абхазии, а какая, собственно говоря, нет, не представлена и не имеет лицензии. Это очень важно для наших российских партнеров, потому что зачастую мы страдаем, опять-таки, от картель, да, создается крупными туроператорами, они обращаются к определенным лицам, а весь остальной рынок остается
остается неудел. То есть доступа получить заказ от того же крупного туроператора мы не имеем. Соответственно, мы выпадаем из конкурентно способной вот этой ниши, где мы могли бы за счет качества своих услуг конкурировать с теми, кто уже напрямую контактирует с крупным туроператором, заходящим в Абхазию. Потому что, насколько мы знаем из нашего опыта, из нашей информации, которой мы обладаем, туроператоры, входя на рынок, им не так принципиально с кем сотрудничать в этом вопросе. Они раздают в виде дивидендов возможность осуществлять трансфер. И опять-таки мы говорим не только о крупных российских туроператорах, но и о внутренних. На основе сговора между крупными компаниями получается ситуация демпинга и внутри рынка. То есть мы получаем цену гораздо более заниженную, нежели ту, которую предлагает рыночная стоимость нынешняя. И наши крупные компании, заполучив крупного туроператора, опять-таки демпингуют еще и внутри страны. Это комплексная проблема, ее действительно надо решать. Я не знаю, я думаю, что изменение законодательства – это такой более долгий процесс, но ряд мер, связанных с информационным пространством, с платформами на базе Министерства по туризму, государственными платформами различными, это меры, которые можно решить вот в течение даже этих полугода, и в следующий сезон, в следующий год выйти уже с какими-то достижениями в рамках решения этой проблемы, этого вопроса. Вот они, значит, в сговоре договариваются о том, чтобы демпинговать там цены на те или другие иные услуги. А кто возмещает вот ту потерянную, там, скажем, маржинальность и так далее? Кто в этой цепи друг другу возмещает? Как это делается? Что, ну, все равно, когда договаривают, где-то же должна эта вот та прибыль, когда планируемая, они где-то должны получить. Кто в этой цепи? Оборот. За счет оборота, да? То есть там только вопросы за счет объемов. Демпинга именно в сфере отельного бизнеса, просто я не успел эту тему тоже затронуть. Если не рассматривать какие-то комплексные меры со стороны наших профильных ведомств, министерств, может быть такой рычаг, как квотирование номерного фонда под жесткую бронь. Это практика, которая используется во многих странах, где развит массовый туризм. Например, во Франции отели обязаны сохранять часть номерного фонда для свободного рынка. Если мы говорим о распределении туриста прибывающего, это и для экономики Абхазии в какой-то степени будет здравым решением. То есть, когда, образно говоря, 60% номерного фонда занято одним туроператором, они могут распределить, например, часть туристов по всем районам нашей страны, а не так, что нагрузка на инфраструктуру и другие объекты ложится только на определенный отель или на определенный район. Вы знаете, здесь, в принципе, предыстория уже была, что совсем недавно возглавил это ведомство, однако с первого дня мы вот столкнулись с тем, что начало сезона было смазанным, скажем так, много сопутствующих факторов. Я бы не только отнес это к демпингу, на который говорят, но надо отметить, что и погодные условия были не очень располагающими к приему гостей и к приезду многих туристов. И наши коллеги, соседи в Сочинском районе тоже на это жалуются. Сегодня, значит, и там примерно такая же картина. Но если говорить, вот мы вроде встречались с нашими коллегами, друзьями, с сообществом экскурсоводов, их две организации, вот со одной, со второй виделись. Все эти вопросы нам очевидны и понятны. Вот, например, я записывал по пункту то, о чем вы сейчас говорили. Хочу сказать, вот антимонопольное законодательство, закон о конкуренции, безусловно, это нужные законы, которые сегодня мы говорим в сфере туризма, да, но я думаю, что и в других сферах давно, наверное, это законодательство нужно было принять. Но если примется, будет, я думаю, что полезным, и в том числе в сфере туризма. Что касается закона, то есть на классификации отелей. Вы знаете, что мы об этом говорили и на уровне межправкомиссии, и российская сторона нам готова оказать содействие. Я очень надеюсь, что к концу этого года, началу следующего мы начнем классифицировать наши отели. И будет единый реестр для того, чтобы мы понимали, какой отель и какая звездность у него есть. И мне кажется, это будет способствовать в первую очередь тому, что сами ательеры начнут
значит, улучшать качество сервиса для того, чтобы наиболее благоприятно, скажем так, больше звезд, да, у них появилось в классификации. И предполагаю, что и цены будут, соответственно, уже значит, назначаться к тем возможностям и, скажем, уровню отелей. Но очень надеемся на то, что вот буквально этой осенью мы начнем, значит, эту программу реализовывать, потому как сейчас у нас в министерстве есть 2 конкретно дипломированных специалиста. Для того, чтобы классифицировать отели, это нужно иметь специальное образование. Вот 2 таких сотрудника у нас есть, на кого мы собираемся опереться и создать такую структуру, которая этим займется. Коллеги, вот здесь прозвучал вопрос транспорта, и в этой связи говорилось о льготном кредитовании, и самое интересное слово «лизинг» прозвучало. Если вы помните, встречаясь в Интерсухуме, мы это тоже обсуждали. Вот давайте представим просто, если это льготное кредитование, это одна история, но в плане лизинга у нас есть проблема. Вы знаете, что сезонность короткая сегодня туристическая, а как оплачивать его остальные месяцы? Вот здесь сложность есть, и потому, мне кажется... Да, у нас организации, которые работают круглый год, например, мы. Дай бог, У нас банковская система не готова Будем платить налоги. к этой истории. Также Я сейчас этот вопрос попробую увязать с предыдущим. Это вопрос льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Вот на всех встречах, в рамках которых мне удалось встретиться с руководством Минэкономразвития России в Москве, и уже здесь на межправкомиссии, говоря о туризме, мы предлагаем следующие вещи. Мы говорим о том, что программа льготного кредитования по линии ВТБ, она хорошо себя, значит, зарекомендовала, однако мы должны подумать и о малом среднем бизнесе абхазском. А если говорить об условиях этой программы от 100 миллионов и выше, это никак не касается малого и среднего бизнеса. Потому как одно из направлений, о котором я часто говорю, это возведение модульных домов и глэмпингов, мы просим наших российских коллег учесть возможность, допустим, как один вариант, в эту льготную программу кредитования порог до 50 миллионов, чтобы тоже существовал, чтобы тем самым поддержать малый и средний бизнес. Но я считаю, что вот то, о чем вы сейчас говорите, о льготном кредитовании для экскурсионных организаций, которые вот в виде транспорта, давайте, коллеги, все вместе, мы со своей стороны это тоже поддерживаем, обратимся, а вдруг и на это пойдут в рамках вот льготного кредитования ВТБшного. Почему, если это есть такая возможность, не поддержать, Но не в рамках попросить? льготного кредитования там купить там 1 микроавтобус, я думаю, что... Не 1 микроавтобус, здесь же... Вещами никто не будет Нет, заниматься, смотрите, там объемы чуть другие. вот почему я говорю 50 миллионов. Я сказал умышленно эту сумму, потому что, на мой взгляд, если мы говорим о развитии глэмпиньерства, 50 миллионов – это почти 50 современных глэмпингов или модульных домов. Да, по миллиону, условно говоря. Но то они же могут бы создать некую ассоциацию и на 50 миллионов закупить эти автомобили. Если пойти этим путем и просить наших российских коллег учесть, соответственно, надо думать. По малому и среднему предпринимательству, значит, у нас на строительство каких-то объектов размещения мелких, там, на какие-то коттеджи, я 2 года в этой программе как бы принимал участие, и это есть, но на приобретение транспортных средств экскурсионных, вот этой истории нету, да. Мы с одной стороны говорим о том, что очень тесно на этом рынке, да, если это включать в эту программу, появится еще больше конкуренции, да, и еще больше людей, которые будут оказывать вот эти услуги. Тут же рынок такой, да, можно еще там взять и 100 машин купить, да, в год. Кто его возьмет? Это же не обязательно, что возьмут эту помощь только те люди, которые сегодня работают. Еще новые участники этого рынка появятся там, понимаете? Да, мы же говорим о нехватке людей, которые будут пользоваться этими услугами. Мы об этом же говорим.
Мы не говорим о том, что запретить. У нас программа по малому и среднему предпринимательству, оно не касается, вот правильно коллега отметил, приобретения транспортных средств. Понятно, что существует переизбыток сегодня, в том числе транспортных средств. Каждый второй подумал, что можно, купив автомобиль, только на этом вот зарабатывать деньги. Но хочу вам вот еще что рассказать. Ко мне приходят люди на работу, например, и говорят, что у нас крупные туроператоры отнимают работу. Отнимают работу тем образом, что якобы с крупных объектов, которые в их управлении или по жесткой квоте ими куплены, там нельзя, значит, проводить нам экскурсии, людей оттуда забирать. Но у меня есть вопрос, я хочу, чтобы вы там все знали, ни один крупный туроператор не привез с Вологды или с Челябинска свой автомобильный парк и людей. С ними работают абхазские компании. Есть понятие конкуренции. Мы к этому тоже должны относиться нормально, что надо конкурировать. Всем маленьким компаниям, безусловно, нужна поддержка. Я абсолютно с этим согласен. Но маленькая компания всегда должна отличаться от крупной своим сервисом, своим умением преподнести что-то по-новому, какой-то новый маршрут предложить. К сожалению большому, я откровенно вам говорю, я сегодня смотрю по турпотоку, да, куда мы возим людей. Понятно, основная масса это вот озеро Рица, Новоафонская пещера, но у нас еще очень много маршрутов, которые мы сами не особо развиваем. Вот честно, при всех могу сейчас сказать, что, например, чай выращиваем в селе Кутол, и мы знаем о государственных мерах поддержки, но я считаю, еще нужно ребят поддержать, потому что то место, как называемый чайный дом, нужно построить там, для того, чтобы это было респектабельнее выглядело это все. Да, нужно 3,5 километра асфальта. Я сейчас готовлю справку для премьер-министра по таким маршрутам, для того, чтобы туда приезжали автобусы, туристы лучше добирались. Здесь прозвучали мысли про наши местные агрегаторы, так называемые. Мы тоже понимаем, что работа с крупными туроператорами, с одной стороны, она удобна, человек отдал свой отель, получил деньги, заплатил налоги. И, в принципе, и государство тоже счастливо, что вперед налоги заплатили. Но это немножко в будущем расхолодит человека, и он не будет заниматься продвижением своего отеля. Вдруг, не дай бог, завтра, послезавтра этот туроператор откажется от Абхазии, мы можем получить проблему, что нам года 2-3 придется нарабатывать опять своего клиента. По этой причине нам, безусловно, нужны местные агрегаторы, но сказать, что мы можем успешно конкурировать на уровне международных компаний, наверное, сложно. Вы посмотрите сегодня на российские агрегаторы, разве они являются соперниками тому же Букингу, который сегодня не работает на территории России? Нет, конечно, не являются. Но мы должны развивать это направление, и сегодня нашим министерством, вы, наверное, знаете, в рамках форума, куда мы ездили, мы с собой повезли молодых ребят, как раз тех, которые создали такой агрегатор. Их сегодня, если я не ошибаюсь, 4 или 5 на территории Абхазии. Вот с 2 мы уже знакомы. Стараемся их поддержать в виде рекламы, прорекламировать. Например, на нашем стенде в Москве 450 тысяч по официальным данным фестивальную часть посетила гостей в Москве. Но очень много людей к нашему стенду подходили как коллеги-туроператоры, так и обычные люди, где мы как раз презентовали абхазский агрегатор для того, чтобы люди знали, что можно вот забронировать отель прямо через такие приложения, которые у нас тоже существуют. Еще раз повторюсь, это сложный вопрос, но надо, конечно, работать. Есть сайт вашего министерства, в котором должно быть все. Может разработать там, заказать и разработать определенные приложения. Может посмотреть, какие законодательные инициативы возникают у вас, как у органа, регулирующего эту деятельность. Может нормативную, да, вот, порядок лицензирования изменить. Мы несколько раз встречаемся, вся ситуация создается вокруг этого рынка, на мой взгляд, из-за, может, чуть неуспеваемости за временем, которое должно министерство, как орган госуправления, вовремя реагировать и регулировать этот вид деятельности, выходить с инициативами в плане нормативного регулирования или внесения изменений в законодательные акты, существующие или необходимые для разработки новых
Понимаете, это вид деятельности, который вы регулируете. Вы, в моем представлении, мы недавно это тоже обсуждали, вы должны чаще работать, да, с участниками этого рынка, и обсуждать эти вопросы. Если мы в парламенте начинаем обсуждать, парламент и депутаты понимают необходимость внесения изменений и в законодательство, но идеи должны приходить от вас. Ну, абсолютно верно. Вы скоро услышите об этих инициативах. Эти Я как инициативы раз есть сейчас, и готовятся, есть, так? готовятся. Я как раз сейчас, если позволите, отреагирую на вопрос о значит, изменении в закон или написании нового закона. Тут два, наверное, разных подхода, но как ваш бывший коллега, понимаю, как долго и мучительно принимается новый закон. По этой причине мне кажется, что мы можем пойти по пути внесения изменений в действующий закон для того, чтобы его адаптировать под современную вот, сложившуюся ситуацию, скажем так. Хочу, например, маленький пример привести. Находясь сейчас в командировке, мне звонили, не буду называть отель, тоже работающий с крупным туроператором по жесткой квоте. Туроператор, есть такое понятие, овербукинг происходит. Значит, наши местные ательеры иногда недобросовестно себя тоже ведут, не выполняют свои обязательства. Потом поздно ночью приходится расселять людей, когда, оказывается, их мест нет в этом отеле. Такие вещи очень часто происходят. И потому, даже обсуждая вот в своем коллективе, сейчас вам говорю, надеюсь, что мы придем с изменениями. Мы выдаем, например, лицензию на право деятельности, да, отель человек строит. Эта лицензия бессрочная. Нам кажется, я понимаю, для чего она была так сделана, но сегодня регулировать, как-то сделать так, чтобы отель был подотчетен или привести какие-то, принять санкции, абсолютно нет таких возможностей. Вот вам говорю, как есть, например, У сегодня. нас помимо Это первое. выдачи лицензии есть контроль лицензированной деятельности. Конечно, То есть какие-то конечно. контрольные функции орган госуправления должен Безусловно. да, проводить для того, чтобы проверять на предмет оказания услуг соответственно лицензии. Я понимаю, мы только проверяем туроператорскую деятельность, не более того, турагентов, да. Я хочу еще вот отдельно затронуть вопрос, например, на уровне межправкомиссии, говоря о развитии туризма, мы говорим о повышении уровня сервиса, как этого добиться. Но сейчас одна из наших инициатив, осенью буквально, вот сейчас специалисты приехали, мы готовим положение. Очень надеюсь, что осенью откроем Академию гостеприимства на базе тургостиницы «Айтар», где собираемся готовить кадры, которые, ну, на первом этапе мы хотим свои кадры. У нас есть два РУПа, курорт Пицунда и Айтар, но, на наш взгляд, большой запрос появится и от ательеров получить хорошие кадры для работы в их отелях. Мы хотим сделать вот такую академию. С российской стороны есть полная поддержка, присылают нам преподаватели. Туроператоры, кстати, хочу вот это заметить, отметить, чтобы это услышали. Они нам не враги. Больше вам скажу, туроператоры сегодня готовят нам организовать для тех, кто будет заканчивать эту академию, они будут организовывать туры, будут возить в лучшие страны, где лучше всего развит туризм, для того, чтобы там люди проходили практику. Буквально вчера ко мне обращались тоже вот группа людей, которые занимаются трансферами. Они ждали как раз приезд, хотели обратиться. И я объяснил, что сегодня у нас мероприятие будет, и мы будем как раз обсуждать эти вопросы. Но комплексно к этому надо подойти. И вот то, что туроператоров касается, вот регулятор какой-то нам в срочном порядке просто необходим, именно потому, что происходит у нас сегодня. Малым, я не знаю, там, средствам размещения, сегодня, вот как бы они ни хотели там развиваться, стараться или что-то делать, они все равно остаются малые. И они не конкурентоспособны, даже в своей среде, потому что туроператоры зачастую занимаются или средними, или большими. И до них вообще практически никто не доходит. И, соответственно, там и услуги интересные они предлагают, и это еще масштабнее, комплексно. Они в коллективе там приезжают, я не знаю. А то, что касается там
тех же вот гостевых домов, вот этих глэмпинга, коттеджей и тому подобное. Всех все пустое. На мой взгляд, этот сезон нельзя только сказать, что это демпинг помешал и так далее. Вы обратите внимание на аномальную погоду, еще раз повторюсь. И у наших соседей в Большом Сочи такая же примерно ситуация. А экономика деги, а политика гацу. Ажила реха, санта, а пара надмрха, ехаю, а власть, ашук сантрам текна. И расшена, а цара подшут своя лагу. Лумкай, убеган, ажила кручашься, я хайш зигу по власта. Варага власть, я хавал бхалу безумно. Ажила, а возможность рыш, а парар хара. А пара дырхар, а налог гиршот. А пара роур, таша кручарцот. А таша ирфоир жванну галак, а цара как мачхот. Одним из планов работы в министерстве стоит увеличить эту сезонность, как и у любой туристической страны, мы тоже будем бороться за то, чтобы увеличить сезонность. Тут можно применить много разных, значит, формул, как это сделать. Одна из них, значит, у нас в Абхазии проходит много хороших мероприятий, но они не освещены нормально. И те же туроператоры говорят, мы не знаем, ну за месяц вы что-то организовали, как, например, мандариновый фестиваль. Но об этом люди не знали, а могли приехать тысячи туристов, тем более у нас появился аэропорт. Ввиду этого, опять же, мы сейчас готовим, да, реально, мы сейчас готовим к концу осени вместе с Минкультом, вместе с районами хотим подготовить событийный календарь. Для того, чтобы эти же крупные туроператоры на следующий год уже имели понятие, в каком месяце что в Абхазии происходит. Российские же коллеги нам, например, предлагают, есть такая возможность, допустим, если будут, значит, события происходить, они под эти события прорекламируют и привезут нам много людей в Абхазию. Много туристов. Вся беда сегодняшняя, о чем мы говорим, помимо погодных условий и всего остального, это малое количество отдыхающих на старте сезона. Я хочу еще кое-что отметить, коллеги, чтобы мы это тоже вспомнили. Значит, после ковида первые 2 года люди просто рвались со своих квартир и домов и начали приезжать и в апреле, и в мае. И по этой причине нам показалось, что у нас был апрель загруженный или май загруженный. Я тоже, как вы, вырос в городе Сухум, ну, как многие из вас здесь. И я помню, когда у нас появлялись первые туристы. Потому, еще раз повторяюсь, за туриста надо бороться, надо улучшить нам сервис, нам нужно научиться, значит, принимать человека как гостя. Это очень важно. Мы в своем традиционном, в абхазских понятиях, для нас гость важнее всего, но когда этот гость является туристом, не всегда мы должным образом его встречаем и принимаем. Вот эти вещи нам нужно подкорректировать. А все, что сказали коллеги, занимающиеся экскурсионной деятельностью, мы ваши соратники, помощники и союзники, никак иначе. Хотим быть с вами рядом. Вы знаете и про ту острую тему, которую пока здесь еще не обсуждали. Да, я заранее могу сказать, что, еще раз повторюсь, хотим найти цивилизованный выход из этого положения. Как новый министр, мне кажется, я имею право на то, чтобы сделать встречное предложение. И я хочу сделать предложение, от которого, надеюсь, они не откажутся. Если не откажутся, вот законодатели, закон Республики Абхазия запрещает заниматься нелегальной экскурсионной деятельностью, мы будем опираться и работать в рамках закона. Но мне кажется, сделать предложение и попробовать исправить ситуацию, я имею на это право. Я и вам это говорил, и другой организации говорил, правда, чуть-чуть не понял. Я попросил контакты лидеров этих групп, я и без них могу найти эти контакты, но надеюсь, что в ближайшее время будет встреча и будет сделано предложение, о котором вы, в принципе, знаете. Дело в том, что проведение сегодняшнего комитета продиктовано соответствующими обращениями и тем, что эта тема активно обсуждается и в абхазском обществе, среди граждан, среди делового сообщества. Поэтому мы должны, наверное, находить ключи к решению этих вопросов. Говорю общее, но пока этого ключа не вижу. На мой взгляд, сегодняшняя встреча наша в парламенте связана с тем, что
нужно найти пути выхода из ситуации. Во всяком случае, на этот путь встать. Да? Действительно, местные ательеры, наверное, не просто так написали эти письма и соответствующие обращения. С другой стороны, я понимаю, что есть условия рынка, условия бизнеса. Но мне кажется, что наша основная задача заключается в том, чтобы защитить местного предпринимателя. И вот здесь коллеги говорили, конечно же, правильно говорить Астамур Умарович о развитии, о будущем, о том, чтобы продлить сезон. Это чрезвычайно важно для нашей страны. Но в то же время мы должны исходить, конечно, из интересов местных граждан, которые занимаются этой деятельностью. Да? Много вопросов было, в том числе и на обсуждении в парламенте в разные периоды времени, которые тоже могли отразиться на, значит, туристической привлекательности нашей страны, привлечь там более состоятельного туриста. Но мы эти вещи немножко притормаживали, ставили на стоп. В частности, в июле прошлого года, вы знаете, там рассматривался проект закона об апартаментах. Да? Но я в свое время выступал и говорил, что, возможно, это своевременно. Когда увидел сам проект, значит, и то, что социальной нагрузки будет не очень много, да, что все это экономически пока не обосновано, не обсчитано, мы сочли, что это преждевременно для нас. В том числе и исходили из интересов местных предпринимателей, потому что мы знаем, что апартаменты, они зачастую дешевле стоят проживания, чем отели, мини-гостевые дома и так далее. Поэтому нужно, наверное, разработать какие-то меры, предложения. Вот, собственно, с вашей стороны эти предложения мы и ожидаем, да. С другой стороны, говорят, там, искусственно ограничить цену или, наоборот, там, остановить на определенном уровне. Надо посмотреть, какая практика на этот счет есть. Да, мне кажется, это не самые действенные меры, но я уверен, что в других государствах, в других странах, занимающихся туристической деятельностью, есть определенные опции и возможности, при помощи которых мы можем, значит, этот процесс каким-то образом контролировать. Да. Обратить внимание нужно, конечно же, и на людей, которые вложили средства в крупные объекты, но и прежде всего на наших соотечественников, которые построили огромное количество небольших средств размещения. Вы знаете, вот пару лет назад буквально вот эти вот домики, кемпинги деревянные по всей стране построили, и все они практически были наполнены. Правильно, много обстоятельств. Благосостояние туристов, может быть, упало, да. Туристический сезон холодный в этом году, да, много факторов. Но есть факторы, которые, нас пугают, да, поэтому мы должны на эти болевые точки обратить внимание и эту тему не просто обсудить и оставить, да, Беслан Викторович, вот уже второй или третий раз комитет. Мы будем периодически встречаться с тем, чтобы мы должны разработать что-то, что поможет нам справедливо распределить этот рынок между всеми участниками этой деятельности. В этом я так общо достаточно сказал, но мне кажется, что наша задача и ваша как чиновников соответствующих ведомств, и наша как народных избранников обеспечить справедливость по отношению к нашим гражданам и предпринимателям. И, конечно же, обеспечить соответствующий сервис для наших гостей. То есть все это нужно сбалансировано. Задача непростая, я понимаю, и нужно внимательно посмотреть, наверное, практику других стран, еще раз возвращаюсь к этому, и с учетом этого разработать какие-то действенные меры. Просто там мы привыкли делать мораторий, что-то не нравится, мы сделали мораторий, приостановили действие статьи, приостановили там рост цен и так далее. Нужно понять, как это будет работать. Если мы что-то приостанавливаем или что-то ограничиваем в плюс или в минус, что называется, нужно понять для чего, для разработки там подробного плана последующих действий. Вот к этому хотел призвать и коллег, и представителей профильных ведомств, курирующих вице-премьеров. Давайте вместе думать. Внесение изменений в законодательство или, может, внесение изменений в свои нормативные акты, которые сняли бы большую часть вопросов. Оказание услуг, бизнес – это вечная борьба за потребителя, за покупателя. Это те взаимоотношения между участниками этого бизнеса,
они какие-то острые моменты, они никогда не будут исчезать в работе, в любом бизнесе, что будет торговля, туристская деятельность, они всегда будут, но органы госуправления и государства, они должны вовремя, мы все вместе, как законодатели, я думаю, что мы должны своевременно подключаться к этим процессам и принимать решения. Вопрос на самом деле очень серьезный, который требует пристального внимания. Что касается кабинета министров, здесь на обращение вашего коллеги был дан ответ, да? Наверное, вы с ним ознакомились. Естественно, но я тут еще, знаете, чтобы добавил, что вот, как вы здесь озвучили, до этого участники рынка, да, я считаю, что это надо круг расширить. Это вопрос не только ательеров и гидов, да, здесь есть и кто в торговле, да, это отдыхающие, которые приезжают к нам, они не только компот пьют, и лекарства покупают, и продукты питания покупают, и продукцию сельского хозяйства, да, берут. Естественно, нужно это все с точки зрения государства. Государство должно внимание обратить, естественно, на наш бизнес, средний, малый бизнес, да, но крупный бизнес тоже как-то ограничивать, да, это рыночная экономика. Вот есть такая модель в экономике, да, ночной сторож государства, да, в определенных процессах экономических. И считаю, что государство, естественно, должно обратить на это внимание и согласованно это все вместе с вами, с коллегами. И еще раз говорю, рынок пошире, да, участников рынка добавить, чтобы с ними все вместе обсудить и прийти к какому-то общему решению, чтобы интересы наших граждан, тем более прежде всего, не ущемлялись, а наоборот мы защищали как со стороны государства, так и бизнеса, чтобы конкуренция была справедливая, честная, открытая. Например, компания «Интурист» говорит, рост 15% за последние 2 недели. Ранее был спад из-за имиджевых проблем страны. Ну, в том числе, знаете, последние там высказывания и так далее. Компания Fun & Sun 15%. Была низкая база прошлого года, сейчас у них рост канала продаж. Не, это те, кто завозит людей сюда. Есть, да. Например, Пегас Туристик, коллеги, 60% рост показывают за счет того, что у них новые договорные отношения и номерной фонд поднялся. Нет, это Пегас Туристик. Это по отношению к прошлому? Да, по отношению к прошлому году. Например, если мы говорим... Давайте мы, чтобы проценты, чтобы точно так. То есть был показатель прошлого года. Да. Такое время. По их продажам. По их продажам. Они свои продажи показывают, свои. Именно у одной компании, да. И именно у одной. Остальные показывают 15%. Одна 30% показала. И только Библиоглобус, хочу вам сказать, 34,8%. С 250 тысяч за полгода. Вот эти полгода. Прошлые полгода 250 тысяч, эти полгода 337 тысяч человек. Одна туркомпания привезла. Вы говорили только что, что продажи Пегаса увеличились и остальных. Дело в том, что Пегас в прошлом году то же самое делал на территории сочинского рынка Библиоглобус и остальные компании. Но в прошлом году были приняты меры для того, чтобы демпинг как бы в таких объемах там не осуществлялся. Поэтому они нашли новую в Сочи и в Адлере отели, в Эмеретинской бухте. То, что проблемы есть, это понятно, но какой процент этого бизнеса находится в тени? Вот этому вот нужно было бы посвятить отдельный комитет. Я с большим удовольствием на нем присутствую с коллегами. Да, вот с учетом того, что вы новый министр по туризму, и вы пример приводили по РУП Пицунда и Айтар. Какая прибыль? Вот на эту тему надо было бы, конечно, нам поговорить. Более того, отчеты по Министерству, да, более того, отчеты по Министерству туризма поступили уже в парламент. Я бы просил всех ознакомиться и уже собрались бы на комитете. Рыночная экономика. Они привозят людей, они сами их находят, по заводам ездят, туда ездят. Мы же это все знаем. Да, мы должны четко знать, мы должны, орган госуправления, уважаемые друзья, должен вести аналитическую деятельность. Какое количество
туристов, какие туристы, однодевки, там, я не знаю, там по каким-то турпутевкам. Да, ситуация должна отслеживаться на этом рынке. Мы по сегментам мы должны знать, кто куда приехал, кто зачем приехал, кто на какие экскурсии, какие туристические маршруты. Должна вестись аналитическая деятельность. Да, аналитика должна вестись, и нам бы очень сильно хотелось, чтобы вы нам сказали, что вопрос принятия решений выходит там, на уровень правительства. В ближайшее время, может, вы будете руководить как бы, да, разработкой необходимых мер, не то что там, через неделю, или просто с людьми, которые, с нашими согражданами, которые работают на этом рынке, надо общаться. Правительство, уполномоченные органы должны общаться, выходить с предложениями, снимать те проблемы, которые возникают у них, или хотя бы попытаться это снять. Проблемы все никто никогда не решал, но мы должны чутко реагировать на вот в следующем сезоне туристическом могут возникнуть какие-то новые проблемы, да, они могут откуда не ждали, как говорится, да, могут появиться какие-то проблемы, и орган госуправления, и вы, как курирующий вице-премьер, четко, без обращения, без вот каких-то митингов, без эмоциональной составляющей, мы вовремя должны все отреагировать, да, на какие-то изменения на этом рынке. Погода может меняться, международная какая-то обстановка может меняться, санитарные условия, там какие-то ковиды, не дай бог. Все может меняться, но мы должны четко и вовремя реагировать. Пожалуйста, обсудить, доложить премьеру, значит, возглавить рабочую какую-то, говорят, если хочешь испортить дело, создай комиссию, какую-то очередную комиссию создать с участием органа госуправления. Ребят, подключите к этому процессу, выработка сбалансированных решений, пожалуйста. Может какое-то правовое сопровождение, да, еще раз говорю, надо расширить круг этого рынка. Ну, сейчас я временные рамки сейчас не могу вам, да, обозначить, но то, что будем вовлекать, да, конечно, планируем, да. Уважаемые друзья, спасибо вам большое. Вы слышали, что нам сказали. Мы, как парламент, руководство парламента, мы все озабочены этой ситуацией. Я думаю, что в ближайшее время нам из правительства поступит обсужденный с вами перечень внесения изменений в какие-то законодательные акты, которые мы будем в ближайшее время рассматривать. Вы свои предложения, может, вас пригласят, какие-то совещания будут проводиться. Пожалуйста, примите самое активное участие в выработке необходимых решений.